Первые международные зимние игры «Дети Азии», сноуборд. И сейчас мы увидим, как 25 парней покажут свои трюковые программы на горе Парковой в Южно-Сахалинске. Только что завершилась серия прыжков и крутых трюковых программ у девушек. Золото завоевала представительница Уральского федерального округа Варвара Скачегорова, воспитанница уже, наверное, именитого тренера Вячеслава Зиновьева из Магнитогорска. Сейчас стартуют парни, и у нас здесь мультинациональная 25-ка. Есть и представители Японии, Кореи и даже Объединенных Арабских Эмиратов. В прошлой дисциплине Big Air лучшим оказался сахалинец Никита Абазовик. У него это родной салон. Представителей островного региона еще трое. Константин Мостовой, Егор Шмуриков и Андрей Засуцкий. Смотрим, как они выступят сегодня. Им составят конкуренцию ребята из Урала, Якутии, других регионов Дальнего Востока и Сибири. Кроме тех 25, кто сегодня выйдет на старт, заявлялись еще четверо. Это из Узбекистана и трое россиян. По разным причинам они, к сожалению, не смогли сегодня выйти на старт. Я напомню, что комментирует эту гонку Сергей Суханов. Первый участник на старте. И мне помогает кандидат в мастера спорта по свободу Юлия Андреева. Привет, Юлия, еще раз. И у нас попытка Ильи Кацубы. Падает Илья, сразу же не получилась у него первая попытка, очень тяжело упал. Это Кацуба Илья, представляющий он свою серию Республику Якутия. Или покинет сразу, пропускают трамплины. Сильно полетел, видно, ушибся парень. Все-таки Это он 50-50 по последней финалу. Следующий участник Андрей, представляющий Дальневосточный федеральный округ. Андрей Андреев, Дальний Восток. Откуда к нам Андрей приехал? Из одного из соседних регионов. 2003 года рождения парень. Смотрим еще раз нападение Ильи Кацубы. Сейчас нам покажет его режиссер. Вышел на согнутых ногах, толкнулся. Перелетает приземление, далеко очень улетел. На нос приземлился. Приземляется на нос доски, размахивает руками, видно, потерял равновесие. Сильно ушибся рукой, плечом. Как должно вообще исполняться приземление? Даже если мы говорим о велосипедах, то там на нос категорически нельзя приземляться, сразу упадешь вперед, и полетишь. На сноуборде приземление должно выполняться в так называемый квадрат, то есть стойка должна быть устойчивая, колени не должны заваливаться вовнутрь, спортсмен должен амортизировать приземление ногами, обязательно приземление Вот следующий участник начал приземление. На приземление не перейти Андрея Андреева, Дальневосточный федеральный округ. Шейки на первом трамплине. И 360 на втором трамплине. 50-50 по первой педали и 50-50 фронтсайд висетаут по второй. Сложная программа у Андрея, вроде все чисто. Посмотрим. Были ли помарки какие-то? Поправка на первой педали был бокслайд. Она хотелось поперек фигуры. Мало скорости, не долетел, по-моему, с первого трамплина он. Программа не очень сложная, на самом деле. Мальчишки есть поувереннее. Вообще уровень тех, кто выигрывал Big Air, был пятерки, семерки, девятки. Напомню, что это вращение на 540, 720 и 900. Видим, что и Крэп на первом трюке Рубцов Андрей Алексей, обозначил. следующий участник. Стоит поувереннее. Представляет он Якутию. Еще один представитель Якутии, Алексей Рубцов, готовится к старту. Готовится он к старту. 30 баллов у Андрея Андреева. Не очень высокие оценки. Сказывается
высокая сложность вот программы. Рубцов, Река, Саха. Большая команда у спортсменов. Очень много оттормаживается. Сейчас едет вообще со стола, трамплин пропускает. На втором трамплине прыгает прямо, не толкается, не разгружается, едет на пушку, берет грэб, приземляется. Амплитуда маленькая, оценку получит низкую. Перила пропускает. He did 50-50 on Старался the Алексей Рубцов, мы уверены, составить свою программу. Все-таки в Якутии еще не так давно and he is начался развиваться трюковой сноуборд. Поэтому не будем сильно ругать Алексея. Не будем сильно ругать. Беспощадная Очень позиция. сильно ругать. Беспощадная. Куда на согнутых ногах? Ну что это вообще такое просто? Он вообще обработал, он даже не толкнулся. the next participant, Сквозняков Ефим, from Нет, мощный, конечно, гармонь Тоже в регионе, надеемся, вообще. она появится. Начинают ребята стараться. Зачем его просто упустили? Я не знаю. Алексею Рубцову лучше наш репортаж посмотреть. Ну что они не едет? Что сделать? Он борткроссер, по-моему. Но это вообще не его дисциплина. 5,6 балла. Самая низкая оценка, которую мы сегодня видели. Посмотрим. Как на этой трассе. Легко. Вова тоже не Ефим разобрался. Выполнил 2362. Фронтсайд онслайд 270 out на первой фигуре. И ноуслайд прецел на второй. Чисто балансайдер, кажется, сегодня не видели. Сегодня вообще ничего не видел. Вот это самая хорошая программа была из всех. Ефим выполнил достаточно хорошие трюки. Идеально уехали прыжки и довольно техничные трюки на живой секции, то есть на перила. В том числе местные очень болеют Ефим made за awesome tricks Абозовика. on both sections. Чуть-чуть не Есть помарки, конечно, но пока сильная. Пока самая сильная линия за сегодня, но Так, пока видел. действительно есть. Зашел на перилу и с перила он выполнил вращение вокруг своей оси. Аплодируют As Ефим. you saw, Там he себе, came onto the очевидно. and then he Своим had болельщикам. speed. Много ребят приехало поддержать. И Трюки очень вот ценят судьи. заявили, что и на сноуборде 53,8 балла у Ефима. Such tricks have very high points. Максим Сейчас надо только Жильников готовится следующий показать участник. свою трюковую линию. Жильников Для нас Максим. точно федерального опыта. 2002 года опытный спортсмен. Пора показывать то, что он умеет. Представляет он дальневосточный округ. Трешка с Вперед. едет по сложной линии, доезжает до конца. Хорошо выполнены прыжки, вращения. Но по И выполнил линии была все-таки полегче программа скольжение по обоим перилам. Максима Жильникова. Причем на Программа довольно действительно высокой была скорости. легкая, навряд ли он пройдет с такой He программой did move в финал. jumps Но у него есть on еще... both rails. А, нет, He нет, у него одна попытка квалификации. Да, конечно, разумеется. По две попытки у наших спортсменов. both rails he passed on the high speed. Он размахивает. Масальский Данил из Башкортостана. Следующий участник готовится к... Республика Башкирия. Она же Башкортостан. Масальский The Данил next сейчас participant покажет is свои крутые грэбы и Masальский флипы. Данил from Башкортостан. Буфет тоже сильная школа сноубординга. Есть там ребята, которые показывают класс и на крупных
международных соревнованиях, на взрослых турнирах. Посмотрим. И уровень отличия среди его Данила Масальский. 41,4 балла Максима Шевельникова, почти на 12 баллов меньше, чем у лидера Ефима Сквознякова. И мы ждем проката Данила Масальского. Участник начал движение к трамплину. Разгоняется перед первым трамплином. Дальше на первом трамплине. И втором сорвался 360 на втором. Немного не хватило скорости. Чуть-чуть не сразу второй. Доезжает до конца, сходит 180. Пока не самая сильная попытка. Немного не доехали на 50-50 по первой гриле. И 50-50 фронт 180 на второй. Пытался показать Данил Масальский. Пытался. Не все хорошо получилось. A little bit not finished 50-50 on the first trail. And 50-50, 180 on the second. На двух языках комментируют попытки спортсменов, уверены, что Умаид и Засудский Андрей, представляющий Сахалинскую область. внимательно слушают. The next participant, Сахалин Засудский Андрей вступает в from бой. Sakhalin. Андрей Засудский. Как понимаю, в Бигере не очень все у него хорошо получилось, да, Юля? Да, в Бигере, к сожалению, не получилось показать лучшие трюки. Не получилось показать хороший результат, но впереди слоупстайл. Вчера редактировал его попытки тренер. Катались они весь день с ним по трассе, исправляли ошибки, напрыгивали хорошую, сильную программу. Я так понимаю, сейчас Засудский Андрей будет пробовать пятерки, вращение на 540 с первого, со второго трамплина в разные стороны, с разных стоек. Посмотрим, что будет на джибе у него сегодня. Уверен, что у него все получится. Посмотрим, что пока как порадует местную публику. Становится. Да, не получилось, упал. Пускаем. И выходит на рейловую линию. Доезжает, Не очень сходит 270, сходит плохо, но программа довольно сильная, проезжает, чуть-чуть не доезжает, сходит Выполняет по 270. первой перелет липслайд 270 аут. И 50-50 360 аут. 17-летний спортсмен. Улыбается Андрей. Андрей у нас позитивный He парень, он did всегда улыбается. 270 leap slide on the Кайфует, first trail. утверждает его доска. Андрей кайфует с своего проката. Хороший был 540 на первом трамплине, Не чуть-чуть в получилось конце был покайфовать червяк. зрителям от этого червяка. Чуть-чуть не доехал, поэтому плохо получилось сойти. Для того, чтобы хорошо сойти с перила или трубы, нужен уверенный заход на нее, хороший проезд до конца. Петров Владислав, следующий участник, готовится к старту. Владислав Петров, Представляет он Сибирский Сибирский федеральный федеральный округ. тоже из старших спортсменов. The next participant, 2002 года Петров рождения, наверное, Владислав. все-таки ему еще 16 лет, как и Андрею Засудскому, потому что это потолок для соревнований «Дети Азии». Дальше уже взрослые, серьезные ивенты. Низкую оценку получает Андрей Засудский. 22,6. Вот мы видим как раз тот случай, когда сложная программа, но некачественное исполнение не позволяет судьям поставить высокие баллы. То есть можешь крутить хоть 900, как это бывает на международных соревнованиях, но если упал, то уж извини. На самом деле это делается и для безопасности, потому что если все будут Участник начал выкручивать движение. девятки на голову, то многие просто не доживут до соревнований, поэтому оценки, конечно, ставят только за уеханные трюки. Сибиряк Влад Петров тоже у него будет сложный матч. Хотя нет,
Все хорошо. Фронтсайд 720 на первом трамплине Получился. и бэксайд 540 на втором. Без грэба, без грэба. 720 on the first trampoline and Если спортсмен 540 on the 180 заходит, пытается 180 сойти с простой. И по обеим перилам он выполнил если спортсмен не бот-слайд. погреб, and he did both slide on the both rails. Дело в том, что группировки Вращение после бот-слайда, как вы могли увидеть. не то чтобы грэба, крутился он Spinning практически с прямыми ногами. after rails, as you can see. На первом трамплине прыжок получился, конечно, хорошо. Шестяков Максим, не стал следующий даже участник. оставаться внизу. Владислав Петров сразу The next participant, Shostakov на Maxim, бугель. is getting ready. Чувствует, что, видимо, оценки не лучшие. Пока, напомним, самым сильным прокат был у этих сквозняков. Сибирских пирогов. 63 балла. Ну, и камера Владислава покажет нам сейчас оценки судей. Терпением мы ждем не только Лапа и мы, а также готовы посмотреть на прокат Максима Шерстякова. Петров Владислав 49,4 балла. Средний результат. Макс Шерстяков. И последний сегодня, да, последний сегодня представитель большого холодного региона центра России. Спортсмен начал движение к трамплину. Разгоняется перед первым трамплином. Берет дугу. Выполнил фронт 460. 50. Негативно. 460 на втором. He did 300 Не доезжает, к сожалению, на первой периле. frontside on the Разгоняется first на вторую. trampoline and backside 360 on the Доехал second. до конца, сошел фронтсайд 180. Также участник выполнил бот-слайд по первой периле и 50-50 с выходом на 180 градусов на второй. Не впечатляющая, но чистая программа, как He я did понимаю. both slide on the first rail. Программа действительно несложная, много участников будут, которые будут делать семерки, 270 сходить с каждой перилы чисто, но, скорее всего, они будут в конце для того, чтобы проще было их судить. Вот здесь у него не очень хорошо получилось приземление, как я понимаю. Не, приземление хорошее, Следующий грэб участник неуверенный, готовится плохая к группировка. старту. Колени нужно ближе к себе Шашкин подтягивать. Данил. The next participant, Shashkin Daniil, is getting ready. Второй Да. представитель Башкирии сейчас стартует. Данил Шашкин. А мы ждем оценки Максима Шерстякова. Напомню, что это квалификация. Главное для спортсменов это не показать все, что они могут. Главное это набрать достаточно очков, чтобы пройти в финал, пройти в топ-10. А уже там можно и рисковать, можно и творить что-то невероятное. Следит за тем, появились ли в протоколе цифры его оценок. Максим схватил доску. Совещаются между собой судьи. Что они решат? .2 балла. Далеко, конечно, от топ-10. Шерстяков побрел в сторону Бугеля. Возможно, надеялся на большее. Данил Шашкин выходит на старт. Да, 10-й участник. Всего у нас еще 15 прокатов.
Серия препятствий, разгоняется. Много скорости вперед, поднимается выше старта. Простой прыжок. Участник начал свое движение к блину. На втором Но на втором не удалось сопротивление. западал первую перилу, едет на вторую. 360 on the track, but the second Спортслайд, wasn't грязное successful. приземление на карт. Видим, как его мотает. И борт-слайд показывает линии, но немного не доехал до конца на первой трибуне. And board slide on both rails. He couldn't finish the first ticket. 7. Шашкин. Конечно, с таким проездом в финал он не попадет. Владимир Шувалов, следующий участник, Выступил. представляет Дальневосточный федеральный округ, готовится к старту он сейчас. 2002 года рождения парень. The next participant, Shuvalov Vladimir from Far Eastern Federal District. Владимир Шувалов, Дальний Восток. 2004 года рождения. С гордой единицей на груди. Сейчас покажет свою линию трюков. Данил Шашкин. Падение. Даже у нас график не отобразил его очки. Наверное, настолько маленькая там точность. Баллов. Ну, самое низкое у нас было, кажется, 3. 5. Не худший результат. Все хорошо. Владимир Шувалов, Дальний Восток. Участник начал свое движение. Дома парень. Не получился. 120 на первом старту. Упал. Немного неудачное приземление. То же самое пытался. И Вильям Флип на втором. 720 on the first trampoline. По перилам тоже не And удается Miller flip выполнить свою on the программу. second. Тормозит, посмотрим, будет ли ждать результатов. 15-летний парень. На первой Впереди. периле участник выполнил борд-слайд с вращением после него на 270 градусов. А на втором выполнил борд-слайд с переходом в неудобную стойку. Коркнутый немножко трюк делает. Смещает ось. Получается, He did чуть не долетел. board slide to fakie on the first rail. Не долетел, сильно ударился задницей, по-моему. Что поехал. Видим, что собрался силами его. Доехал до Следующий конца. участник Вышел гость из на линию Объединенных перил. Арабских Эмиратов. Гость из Алансари Хумаид ОАЭ. Якуб. Хумаид Якуб Алансари. The next participant is from United Arabian Emirates. И замерз Alansari Дожил. Humayid Yakub. до очередного соревновательного дня первых игр Детей Азии. Почти 20 баллов Владимира Шувалова. Низкий результат. Что покажет гость из Арабских Эмиратов. Напомню, что участник очень сильно упал на тренировке. По бигейру не долетел. На бигейре упал в стол, пытался Начал 360. движение к блину. Ездил в больницу, сейчас прыгает, настоящий боец, пытается сделать умело. Разгоняется на второй и делает 360 на втором. Несложный трюк. На перила. Выполняет одинаковый грэб на пушке и на первом трамплине, что будет оценено ниже. Не стал рисковать. 50-50 Пытаться показать. по центральной фигуре Full Jam. И немного неудавшийся бордслайд по второй. Сделал все, что мог. 50-50 Свои очки получит on pull за jump участие. and not very successful second ticket. Всегда красиво смотрится даже такие Веленский несложные трюки. Тимофей, следующий участник.
Уральский федеральный округ он представляет. По крайней мере, отличные The фотографии next participant, у Хумаида и Якуба Виленский останутся. Тимофей from Ural Federal District. Кстати говоря, вот во многих дисциплинах и видах спорта гости из южных стран показали себя значительно хуже. Сирийские лыжники, сирийская лыжница даже не пыталась бежать, прошла всю 5-километровую трассу. Молодец, конечно, что выходит, что открывает для себя новые виды спорта ребята. А Хумаид Якуб еще и показал довольно чистый прокат. Все-таки вид спорта экстремальный. Это не на лыжах погулять за 3 дня не научишься. На самом деле парень молодец, действительно борется, еще и после падения пробует выполнить 360 с трамплина. Действительно тяжело ему было, на скорой он прокатился до больницы, но поднялся сам на своих ногах, что уже хорошо. Много было уже травм, и в том числе и в сноуборде, в параллельном слаломе увозили на скорой и вчера, позавчера. А Лацари Хумаид Якуб получает почти 20 баллов, 19,2. Хороший результат для уровня. Некоторые спортсменки, как в том же параллельном слаломе Маша Волгина, даже брали золото, выходя на уколах, с заморозкой, с травмами. Так что спортивность, конечно, очень сильно. Спортсмен начал движение. Тимофей Виленский открывает He had started. блок спортсменов из Уральского федерального округа. Что 1,5 оборота на первом трамплине и 1 оборот на втором. 360. 1.5 spins on the first trampoline and 1 spin Хорошо on the проходит second. первую перилу, делает Борт-слайд по первой периле. по И второй сходит 50-50 с 180, отличная вращением на программа, 180 выполненная градусов на выходе на чисто. второй. Посмотрим, какую оценку он получит. Программа не трудная, но хорошая, очень чистая. Трюки все смотрелись уверенно. 50-50, напомним, 180 out. и Ждет спортсмен поправьте оценку. меня, Юлия, если я не прав, по-моему, Ефима Сквознякова пока никто не обогнал. Там, кажется, 60 с лишним баллов у него была высокая оценка. Нам, конечно, покажут в конце проката. Чуть-чуть Топ-лист. снимут за то, что не долетел на первом трамплине до приземления. Исакаев Грэб Гордей, тоже следующий чуть-чуть участник, подольше представляет подержать, он но в Уральский целом федеральный программа округ. хорошая была по сравнению с The другими. next participant is Isakaev А Gordeev липслайд from на первой фигуре мне вообще очень понравился. Ural Стильненький Federal такой, District. Тима Виленский, 15 лет. Отличные результаты показывает. хороший высокий сход. Номером 10 на груди. Внимательно следит за протоколом, на котором сейчас появятся его оценки. Привет и тебе, Тима. Машет нам в камеру. Готовится Исакаев Гордей, Уральский федеральный округ. Насколько понимаю, уже чем-то запомнился этот спортсмен. на Да, местных запомнился. склонах. Буквально недавно было у него видео на странице, где он пробовал выполнить дабл родео, если не ошибаюсь. 45,6 баллов у Тимофея. Хороший результат. Возможно, даже будет десятки. Так что, Гордей, давайте продолжим. Ждем от Гордея семерки. Разминается Гордей. Берет скорость, сейчас будет разгоняться. Берет значительно выше старта хода. Спортсмен начал движение. He had started. Что он показывает здесь? Пятерку делает. 540 по первому трамплину, на оборотах. На втором И 7. 720 на втором. Без Два грэба. поворота. На второй трамплин. Хороший трючок у него на пушке. 120 on the second. Чуть-чуть грязно сходит на второй фигуре. Борт-слайд с выходом на 270 градусов на первой фигуре. Full jam. Подбадривает его тренер. И также Улыбается борт-слайд Гордей. 270 на второй. Светится его лицо. He did 200 Главное, что показал
Board slide, Хороший уровень. 270 out on the first rail and Напомню, что пока спортсменам рисковать незачем, это всего лишь квалификация. 270 out on the second. Что касается социальных сетей и видео, да, пестрит и Инстаграм, и ВКонтакте, и прочее. Фотографиями, видео с детей Азии по хэштегам очень легко найти. И не только во всех регионах России сейчас видят то, как проходят дети Азии и как представители того или иного региона выступают. Но и в других странах, и в том числе и в Кувейте смотрят за детьми Азии. Я напомню, что прошел на Сахалине флешмоб с поддержкой кувейтских хоккеистов, которые пропустили более 200 шайб за 4 матча. И кувейцы его заметили у себя на родине и отмечают, ставят хэштег #GoKuveit, пишут спасибо сахалинским болельщикам. Отец одного из хоккеистов даже написал по-русски. Спасибо большое. Исакаев Гордей, 65 баллов. Я как понимаю, это сейчас первое место. Это лучший прокат пока. Не зря мы, конечно, на него надеялись. И впереди еще двое спортсменов. Нет, еще один спортсмен из Уральского федерального округа. Это Данил Шнуров. Немного не долетел. Хорошее приземление на второй. 540 Сходит с первой фигуры. Едет на трюку. Выполняет бэксайд бордслайд. И по обеим фигурам участник выполнил бордслайд с выходом на 270 градусов. Неплохо он показался на перилах. board slide 270 out. Растерянный немножко дает кулак тренеру. Многие спортсмены признаются, что сразу после Дабл грэп. Ой, хорошо. своей попытки вообще теряют связь с реальностью, не понимают, что происходит, конечно, отдают себя психологически полностью, Зенков Валерий, следующий участник растворяются в Дальневосточный соревнованиях. федеральный округ. The next participant Даже золотые медалисты Зенков признаются, Валерий, что через from день, два, три Forest понимают Cricket вообще, Office. что они что-то выиграли, что какой-то успех к ним пришел первый, важный. В таком возрасте это действительно очень-очень важно. Встречают волонтеры, встречают зрители. Большой интерес к этим играм. Видим то, что и в горном воздухе собирается много людей, и здесь не меньше. Очень много детей интересуются играми. Сейчас у них как раз каникулы. Полные хоккейные площадки у нас. Данил Шнуров 51,6 балла. Третий результат. Резервников, Дальний Восток. 16-й спортсмен у нас уже стартует. Разгоняется перед трамплином. Разнообразил немножко Спрыгивает прямо серию. He did с первой the first пушки. trampoline and shifty on the second. Сходит 180 Пропустил он вторую фигуру. с трамплина на вторую Она на фигуру, первую выполнила пропускает 50-50. перила. Программа He очень did простая. 50-50 on the first rail and he had nicked the second. Не пройдет он, конечно, в финал с такой попыткой. Более молодой спортсмен Валерий Зерников. Возможно, он и не надеялся на финал. Нужно, даже если ты не собираешься взять золото, не собираешься попасть в десятку или куда угодно, нужно все равно. И 14-15 лет как раз тот самый возраст, когда нужно на любые соревнования записываться, выходить, набирать этот необходимый каждому опыт, брать какие-то свои очки. Соревновательный опыт действительно играет огромную роль. Многие спортсмены выполняют отличные трюки на тренировках
дома, но на соревнованиях, в новых условиях, на новых фигурах выполнить свою программу не получается. Виктор Иванов, Якутия, готовится у нас представить свой регион. Якутия — тот регион, где зародились игры «Дети Азии». И долгое время были летними. 15 баллов всего Валерия Зерникова. Пожелаем ему удачи в следующих соревнованиях. И пожелаем удачи Виктору Иванову, 2004 года рождения. Иванов Виктор, представляет Якутию. Много скорости он сбрасывает, и трамплин, пропускает трамплин, проезжает по столу. Второй трамплин тоже пропускает, не рискует прыгать даже шишки, видимо, спортсмен просто катается, запрыгивает на самую простую джиг-линию. И неуверенный на второй фигуре, не доехал до конца, к сожалению. Скорее всего, где-то последние десятки, пятерки даже, может быть, спортсмен. Виктор Иванов, Якутия. Представитель одной из самых многочисленных команд. Конышев Лев, следующий участник. И на этом Представляет Якутов Уральский федеральный округ. больше не будет. Лев Конышев сейчас будет прыгать на перила из трамплинов. Посмотрим на оценки якутского сноубордиста. 3,6 балла. 17 место на данный момент из 17. Самая низкая оценка за сегодня. Такой разрыв достаточно большой, 73. Почти как Судьи используют почти весь диапазон баллов от 1 до 100. отличный признак. 40 градусов вперед. 440 and 360 on second. Фронтборд выполняет вторую фигуру. Чуть-чуть не доехал до конца. Слайд на первой фигуре. И борт-слайд с выходом на 270 градусов. Все на хорошо второй. у него, все Board slide on the отлично. first speaker Хорошее and настроение. slide 270 out. Такое же яркое, как вот доска лицо. Это было 7, это было не 5. 720, да, мне тоже показалось. Следующий участник готовится к старту. 3 на втором. Чуть-чуть неравномерная The программа. next participant, Надеюсь, что Shivakov судьи тоже Slava видели, from что здесь Harvard 20. Federal District, is getting ready. Один из самых возрастных, ну, не самых, наверное, возрастных, 16 это лет. Либо 16, либо 15 лет. Либо Конышев. Мы ждем Семена Щербакова, и у нас в последнем блоке трое спортсменов с Сахалинской области и несколько иностранцев. Самых сильных спортсменов нам стоит ожидать во второй части квалификации. Именно большинство из них будет проходить в финал. Как раз вторая часть уже, можно сказать, началась. Осталось всего лишь 6 спортсменов, 6 стран. Семен Щербаков. Что покажет этот парень? 53 балла у Льва Конышева. Третий результат. И где-то вдалеке Семена мы видим. Небольшая техническая заминка, может быть, что-то там происходит с трассой. У
Участники поднимаются очень высоко, разгоняются почти через всю гору. Семен Щербаков, как я понимаю, может быть, и не стартовал. Потому что нам показывают Егора Шмурикова, Сахалин. Что, Шмуриков Егор разгоняется намного выше старта. Дает команду стартеру, поднимает руку, что он готов. На старте Шмуриков Егор. Да, Семен Щербаков Готов по ехать причинам Егор. не поехал. We have Надеемся, что у Shmurikov Семена все в Yegor. порядке. Разгоняется Егор, прижимается. Видно, ходов не хватает. Приседает низко-низко. На него Старается набрать скорость. Хорошее приземление на первом трамплине. Едет на второй. Хороший 540 на втором трамплине. Чистое приземление. He's doing 540. Отлично, 270 на первой финиш. Едет на вторую. Хорошая программа. Я думаю, что он пройдет в финал. Финал ему обеспечен с такой программой. Будет высокая оценка. молодец Егор. Как он, кстати, He's выступил в doing ЕГЭ. board slide 270 Гейри out в on тройку он the first точно track. не попал. On the first track. Ну, возможно, покажет себя в слоуп-стайле, который And многие on the все-таки second считают he's doing более зрелищной дисциплиной трюкового сноуборда. И именно как раз из-за этой вот серии трюковой. Юсик Юн, гость из Кореи. the next participant Сик Юн Ю. is from Korea. Корейская республика. His name is Lee Yu. Sik Yu. Мы еще раз смотрим за прокатом Егора Шмурикова и слышим крики поддержки. Любят местные зрители Егора. А в камеру, а мы смотрим на него. Еще двое сахалинцев впереди. Это Константин Мостовой и Никита Абазовик, который взял уже себе, повесил на стену золото. Какие оценки будут у Егора? Огромная конкуренция, конечно, среди тех, кто выступил сильно. Там и Гордей Сакаев, и Фим Сквозняков. Классные спортсмены, будет очень интересно посмотреть на них в финале. Долго совещаются судьи. 65,4 балла — это лучший результат, по-моему, на данный момент. Отлично выступил Егор. Опередит ли кто-нибудь его из последних оставшихся 5 спортсменов? Разгоняется спортсмен из Кореи. Скорее всего, сейчас будет вращение на 720. Скорее всего. Нет, он будет. Есть немного приземления. Приземление грязное, но оно было. Оно было, уехало, амплитуды немножко маловато со второго трамплина. Видите, 180 аут на первой фигуре. Едет на легкую джип-линию. К сожалению, легкая джип-линия будет оцениваться намного меньше, чем сложная. Об этом проговаривали на собрании тренера вчера. Устал, наверное, спортсмен, выполняя And board прыжки. slide И решил 270 рисовать out на on the second. горной дисциплине. Участник Как, выполнил кстати, довольно корейцы хорошую линию. на Хороший, кубках сложный выступают трюк. международных. И если среди них сильные спортсмены, He наверное, did следите. very good line, good run. Вообще, в последнее время стало сильно And his развиваться kicks were very good. и горнолыжная школа, и сноуборд-школа в азиатских И странах. следующий участник Большой подходит толчок, к конечно, линии огромный Сахалина, корейцам Сахалина, дала Сахалина, Олимпиада в Сахалина. Пхенчхане. Там открылось множество школ, и появляются уже спортсмены на детях Азии из этого города.
Ну, а я напомню, что трамплины и перила оцениваются равноценно. 50% оценки составляют трамплины, 50% оценки составляют перила. Соответственно, сейчас спортсмен не получит высокую оценку, потому что линия была очень простая на перилах. Конечно, лучше бы ему было ехать по сложной, но в финал он пройдет точно. Возможно, просто действительно не стал рисковать на Джиприне, поняв, что все у него хорошо получилось с трамплинами. Интересно будет посмотреть на него в финале. Слышал такое мнение, что вот для тех, кто не совсем разбирается в сноубординге, намного интереснее смотреть, конечно, на трамплины. Все-таки подлетает вверх спортсмен, там что-то закручивает, какие-то флипы. А люди более-менее профессиональные и те, кто катается давно, больше внимания обращают на вот эту линию с рейлами. Вот, есть ли такое действительно в жизни? Ну, на самом деле, судьям сейчас, например, и самим спортсменам интереснее наблюдать именно за линией джибинга. Это сейчас происходит из-за того, что соревнования по бигэйру уже прошли, и все уже примерно представляют, кто что может, кто что не может. А вот на перилах пока еще не все понятно, не все ясно, поэтому сейчас ребята присматриваются сами, смотрят на исполнение трюков. А мы болеем за Костю Мостового, что покажет нам сейчас сахалинский спортсмен. Что он тренировал до этого? Ой-ой-ой, не долетает, мало ходов, допускает ошибку, реверт на приземление. Не очень хорошее Приземление в заднюю ногу со второго трамплина. Видно, что это было выживание. Неуверенно сходит с первой фигуры, едет на вторую. Проезжает до конца, делает 50-50, приземляется в свою стойку. Тормозит, ждет свои баллы. Посмотрим, что ему поставят судьи. Недоволен Костя своим прокатом. Даже выглядит несколько агрессивно. Очень недоволен. На самом деле способен на большее. Вот все пошло не так с первого трамплина. Видим, что много снега вылетело за его доской. Скорее всего, там была ошибка. Может быть, он срезал. Да, немножечко у него доска провалилась. Видим, что... Да, мы напомним, что еще вторая попытка у спортсменов. Все может быть иначе. Это не те дисциплины, это не прыжки на лыжах, где засчитываются обе попытки. Не хватает спортсменам скорости на первый трамплин, много недолетов, разгоняются через всю гору, выше старта. Мы видим это раз за разом, и очень странно, что это такая тенденция. Все-таки, может быть, кто здесь виноват? Спортсмены, организаторы трассы, что не долетают ребята. Буквально вчера все долетали, может быть, изменилась погода. Пока сами, конечно, мы не попрыгаем, не проверим хода, сказать точно об этом будет нереально. Может быть, плохо доски подготовили, не заплавились, поленились, поэтому скорости не хватает. Это, как и в любом виде спорта, важнейший аспект – подготовка доски. 13-й результат показывает Костя Мостовой, 24,82. Подготовка лыж, подготовка доски, всегда огромная работа за этим стоит. У сервисменов, тренеров. Поэтому то, что показывают здесь спортсмены, только результат тренировок. Разгоняется японец. Напомним, что он был второй в бигэйре. Посмотрим, что он покажет нам на трамплинах, на перилах, в слоупстайле. Разгоняется высоко, выше старта, набирает хода. Ходов хватает, должен долететь. Отлично долетает до приземления. Хорошая амплитуда, высокую оценку получит. Чистые приземления. Хорошая амплитуда на обоих трамплинах. Едет на легкую и падение. 50-50 на 360 аут на первой фигуре. Едет на сложную фигуру, хорошо. И борт-слайд с переходом в другую стойку на второй. Но из-за падения будут сняты баллы. В любом случае он получит высокие оценки за сложные и чистые первые трюки. Будут сняты баллы за падение. Ну, мне кажется, в десятку войдет.
такой В десятку однозначно войдет, потому что видно, что действительно все было выполнено уверенно, может быть, переволновался, потому что и фигура простая, на которой падение было, и трюк был уверенный, прикатанный, и судьи это тоже знают. Чуть-чуть он не удержался, немножечко не долетел, не докрутил. Никита Абазовик готовится к старту. Это человек с золотой медалью в первом международном интерлете Азии. Парень, который показал класс в Биг-эйре. Будем болеть за Никиту. Никита показал отличные сложные трюки. В Биг-эйре хорошие вытяжки. Судьи прям балдеют от его исполнения. Я как понимаю, это была первая международная медаль с Сахалина. Не было же золота, например. Кубок России, все-таки это Кубок России. Ну, на моей памяти, да. Ну, в этапе Кубка в тройку он не вошел, по-моему, не вошел. Но выступает он действительно успешно. По-моему, на пьедестале он стоял или в биг-эйре, или в слоупстайле на этапе Кубка. Напомним, что он тренируется на этой трассе уже не первый день. И трамплины ему хорошо знакомы, и линия хорошо прикатанная. На тренировке вчера отличное исполнение трюков у него было, чистые приземления. Поэтому сейчас с первой попытки должен хорошо проехать. В Сахалине еще 10 лет назад не было никаких парков, никаких трамплинов, ничего практически не было. Была гора, горный воздух. И за 10 лет довольно сильно выросла наша сноуборд-школа. Есть у нас мощные спортсмены. Есть на Сахалине Юрий Чемодуров, есть Слава Игле. Ребята, которые показывают какой-то невероятный уровень, ездят по всей стране и даже за рубеж там выступают. Поэтому надеемся, что следующее поколение точно будет не хуже, а может быть даже и круче предыдущего. Никита Абазовик. Разгоняется выше старта. Видно, что всем не хватает скорости. Трамплины знакомые. Сейчас Никита у нас должен долететь, все уехать. Надеемся, что попытка будет чистая. Никита начал свой путь к трамплину первому. Хорошая хода, должно хватить. Отличный грэб, хорошее приземление. Хорошая амплитуда, отличный грэб, даже вытяжка была. Отлично стиль показывает нам Никита. Отлично сходит 270, уверенный проезд, это однозначно финал. Поборется Никита за тройку, может быть даже за первое место. И бордслайд 2070 номер у него на манишке. Отмечу, что у некоторых спортсменов этот номер оказался счастливым. Например, с 13 номером победила представительница Казахстана в прыжках на лыжах. А у Никиты Абазовика медаль золотая в биг-эйре. Стильно прыгает Никита. Сейчас старту готовится участник один из вытяжки. Всегда он показывает отличные прыжки, всегда смотреть на него интересно. Судьям очень нравятся его попытки. В биг-эйре они прям тащились с его вытяжек. Тащимся и мы. Очень нравится прокат Никиты. Всем посмотрим на оценку судей. Но я думаю, это первое место. Из всех участников сейчас, на мой взгляд, он выглядел максимально уверенно и подходит его проезд к требованиям судей. Напомним, что Гордей Сакаева. Напомним, что проезд оценивается одинаково и на трамплинах, и на перилах. Поэтому однозначно в финал пройдут те, кто выбирал сложную линию джибинга. И исполнение трюков было одинаково сложное на трамплинах и на перилах. Радуется Никита. Возможно, он уже узнал свою оценку. Узнаем ли сейчас ее мы. Остался один всего спортсмен. Есть 25-ки, 88 баллов. Красавчик, 88,4. Лучший просто. Это не просто лучший результат, это результат, который превышает предыдущий результат более чем на 10 баллов. Ли Хюн Джун сейчас покажет все, что он умеет. 2003 года рождения, спортсмен из Республики Корея. Садится низко, видно скорости. Высоко, получилось у него приземление. ловко у него с грэбом. Очень сложный трюк.
попытаться зайти 180. Борт 270 на первой фигуре и неудачный трюк на второй. Я могу ошибаться, но 900, по-моему, 900 еще не было, это первая девятка, но даже если сравнить ее с семеркой, которую предыдущий спортсмен Никита, семерка, конечно, у него будет покруче, чем девятка. и без грэба. Спортсмены из Кореи, грэба не было, и такая большая Никиты. Ну и, конечно, хорошо было бы девятку на первом трамплине, не на втором. Джип-линия, конечно, проезд по джип-линии однозначно, конечно, в Уэсте смотрелся лучше, и это будет учитываться. Возможно, корейский спортсмен понял, что за первый трюк получит высокую оценку и, возможно, войдет в десятку. Поэтому не стал рисковать. На самом деле он прикатывал вчера проезд по легкой джип-линии, и тренеру известно, что оценка будет выставляться выше по сложным фигурам, но непонятно, почему тренер его запустил на простые фигуры, хотя вчера они действительно тоже тренировались на простых. Может быть, просто действительно не срослось у него с джипингом. На трамплинах он показывает хороший результат, а на джипе может быть мало подготовки. Смотрим на оценку корейца. И сейчас у нас начинается вторая серия. Самое интересное, кто войдет в итоговую десятку и улучшит ли свой результат Никита Абазовит. 88 баллов, это очень круто, конечно. Молодец. Претендует на золото однозначно. Никита, насколько я понимаю, одним из главных его соперников, тренер Павел Васенко, считает японца Юсея. Да, так оно действительно и есть. Но в биг-эйре Никита японца обошел, причем весьма успешно. Но в основном я думаю, что за стиль оценку ему поднимают Никите. Очень стильный Никита у нас. Его проезд вписывается действительно во все критерии, и проезд очень чистый, хорошо подготовленный, и не бывает такого, чтобы на трассе он падал, то есть на трассе он не тренируется, а показывает действительно то, на что он способен. Егор Шмуриков второе место после Никиты Абазовика. На третьем у нас Исакаев Гордей. Последние места сейчас нам покажут. У нас там в основном представители Республики Саха-Якутия. Илья Кацубак, один из которых сейчас будет показывать свою вторую попытку. За ним выступит Андрей Андреев и столь нелюбимый моей коллегой Юлией Алексей Русов. Смотрим, сможет ли он лучше выступить сегодня. Показывают нам красот этого нашего спортивного кластера Сахалинского. Конечно, невероятно изменился Южно-Сахалин за последние годы. Очень много всего построили в этой восточной части города. Илья Кацубак. Мало скорости берет Илья, разгоняется за стола, посмотрим. Немного не долетает, мало берет скорости, надо было выше подниматься, много чекается на втором. И падение в 100. Скорость нужно брать больше, подниматься нужно на самый верх. Видно, что ребята, которые долетают, они поднимаются выше старта, дают отмашку стартеру и после этого запускают на трассу. Очень надеемся, что Илья Кацуба потом посмотрит наш репортаж. Сейчас Юля дала ему советы. Да, Илья, бери скорости больше. Первый результат его был достаточно небольшим, что там около 5-6 баллов. Дальневосточный федеральный округ. Андрей Андреев сейчас выступит свой второй раз, а мы смотрим за оценками представителей Якутии. Напомним, что недолеты с трамплинов это еще и опасно. Ладно, оценка, но это дети, они сейчас прыгают с большого трамплина, не долетают. Это большая очень нагрузка на колени. И не дай бог кто-нибудь получит травму. Поэтому действительно скорость нужно подбирать хорошо. Это первое, что нужно сделать участнику, который собирается прыгать с трамплина. Да, действительно, не стоит рисковать, если ты не совсем уверен
в своей попытке, если ты не уверен, что ты выкрутишь свои 900 или 720. Делай то, что у тебя получается хорошо, то, что ты много раз повторял на тренировках. 18,4 балла у Ли Кацубы. 14 у него было в прошлый раз. Видимо, перепутал с другим представителем Якутии. Улучшил свой результат. Улучшил, но в финал он явно уже не пройдет. В финал попадут только сильнейшие. Андрей Андреев. Эйр выполняет, не долетает с первого трамплина, мало берет скорость, со второго пытается сделать 360, не долетает. Падение, зарезается передним кантом. Едет по сложному линию, отлично проезжает по первой фигуре, делает бэксайд бордслайд, заезжает на вторую, соскакивает раньше, пытался 50-50. Bordsslide on the first rail and Сейчас за его 50-50 оценками. on the second. Алексей из Якутии, следующий участник, готовится к старту. The next participant, Рубцов Алексей Алексей Рубцов from Якутия. выходит на свою попытку. Якутия. Вся съемочная группа сейчас, мы уверены, болеет за Алексея, так как трансляцию обеспечивают не только сахалинские телевизионщики в большом составе, но и якутские, которые подключились, помогли. Спасибо большое им за это. Алексей Рубцов. Ждем его старта и поддерживаем Андрея Андреева. Довольны своим прокатом. Получает 22,6. Да, хуже не в Предыдущая первый раз. попытка была лучше. Я думаю, что спортсмены могут показать более высокий уровень. И дальше движение. Алексей Леша заходит на первый трамплин. Гасит скорость. Не долетает. Падает. Скорости. Падение. Трамплине. Не хватает скорости на второй. Вынужден пропускать, ехать по столу. Заходит на Легкий джип-линии выполняет. Рэп на первой фигуре. По Пропускает первой вторую фигуре он через выполнил секцию. трюк 50-50, а вторую пропустил. Да, Сложная единственный трюк трасса, у него жесткий получился. 50-50. And he had to miss Тоже the низкие second. оценки будут у Леши Рубцова. Жесткий снег, больно падать Следующий спортсменам, участник готовится поэтому к не старту. рискуют. Кузнецов и Ефим. The next participant, Ефим Сквозняков Сквозняков сейчас Ефим Сквозняков. поедет, и мы напомним, что Представляет он у него Сибирский федеральный округ. первый результат был He достаточно represents сильным. Siberian Federal District. Показал неплохие трюки. Сибирь вообще составляет, в общем-то, конкуренцию. Они, конечно, не в топах, но есть у них мощные ребята. Они могут побороться за высокие места. Финал точно. .6 балла у Алексея Рубцова. Улучшил свой первый результат. А мы смотрим выступление Ефима. 53,8 балла получил в прошлый раз. Скорее всего, не войдет в десятку. Волнуется на разгоне, мало скорости. Не долетает до приземления, но стоял на ногах, получилось, но не выбил. Делает на втором. 360 on the first trampoline and Хорошо ramp on the проходит second. первый рейл, едет на второй. Слайд по первой периле. И также борслайд Доскальзывает по на второй. второй фигуре. He Я did уверен, both что, наверное, slides будет on более низкая оценка both rails. за прокат. Может, намного лучше, действительно. Больше впечатлило. Сейчас к старту готовится Житников Максим. Недолеты, недокруты. Представляет он Дальневосточный федеральный округ.
хороший Building трюк up Maxim с from Стивеном far Кигре, eastern Federal но District. скорость подвела, не долетел. Как мы знаем, почти не считается, да, и трюк нужно завершить до конца. Очень часто вот такие недокруты приводят к падению, но все-таки опытных спортсменов где-то не очень хорошо докрутил, но не успел. Пока минус снег. Тим Сквозняков 53,8 балла. Первый его результат, а второй оценен гораздо ниже. 31 балл. Ефима. В любом случае, уверен, что 60 показывает лучший прокат в финале. Максим Жильников, Дальний Восток. Взрослый парень. Немного не хватает ходов, делает 180. Угол пропустил. Хорошо проходит первую фигуру. He did Заходит на 180 вторую часть второй on first фигуры try. Тиньковой. К сожалению, оценка будет низкая за падение, за пропущенный трамплин. А на джибинге проехал неплохо. Театр Максима. Плохой период. Спортсмен выполнил трюк, который называется board slide. And on whole race, he Он на did обоих board slide. перилах проскользил доской. Трамплин не очень получился. Но посмотрим, насколько благосклонны судьи. Масальский Данил из Башкортостана. Следующий участник. Масальский Даниил from Bashkortostan Уфа. is on number Сейчас. 4. И вот к экрану мы вот уверены. Масальский Данил. Это все еще попытка Максима Жильникова. 11-й результат у него, не попадает в финал. 20 всего лишь баллов. В 2 раза хуже, чем первый раз он выступил. Обидно, немножко не хватило. Действительно, мог бы показать лучше. Посмотрим Масальского. Пока он в финал тоже не попадает. Падение Скорее всего, не попадет. не долетел. Попадет и сейчас. Сильно упал. Пропускает второй трамплин. Трамплин он вынужден пропустить. He did 360 on the first level, but he had fallen. В любом so случае, he had to жесткие miss падения the second. на твердый снег, морозный. И так быстро остановиться, это 50-50 по первой передней, На самом деле, правда, 50-50 после с падения выходом на 180 градусов на второй. потому что сильно отбивает 50-50 пятки, on the и first нагрузка layer, большая на колени, 50-50 действительно можно очень больно удариться. 180 out. И просто встать и дальше поехать, это уже хорошо. Я думаю, что судьи тоже волнуются, переживают. Все-таки на трассе дети у нас. Следующий участник, Почему еще, кстати, представляющий в детском Советскую область, возрасте Засудский Андрей, который начинать, потому что представлен в любом случае много падений будет в первое время, и дети, как правило, переносят падение легче. Это в любом спорте маленький паренек, если упадет, он быстро встанет, а если уже человек весит килограмм 60-70, то, конечно, так быстро он остановиться не может. Но если это будет Данил Масальский, то получилось остановиться, конечно, не очень хороший результат, когда он не попадает. Но воспоминания уверены, будет хороший. Андрей Засудский. Талантливый парень, у которого не все получается. Андрей отлично все делает на тренировках, а вот соревновательного опыта у него много. Отлично уезжает на первом трамплине. Он, к сожалению, на Косячил втором на втором трамплине касании немного не было. хватило ему дальности полета. Заходит в эту секцию. Заходит джибинг, сходит 270. Вторая фигура. Попытка трешки аут, к сожалению, был реверт. Хотел добрать Оценка очко, будет- наверное. Оценка будет не сильно высокая. Посмотрим, что ему поставят судьи. 60 аут на второй.
Грязный проезд, He много did ошибок, board slide 200 но centimeters попытка down. была сильная. Если бы укатил, финал бы точно прошел. Мы желаем Андрею удачи, желаем ему дальше кайфовать от катания и вновь вступать на подобных соревнованиях, если тренировка показывает. Несмотря на это, Андрей показал хорошее уровень катания. Чуть-чуть не долетел на втором трамплине. Если бы долетел, скорости бы хватило, смог бы укатить свою пятерку, и результат был бы выше. Это частый случай, и мне как-то признавалась наша прославленная горнолыжница Владислава Гуреева, что ее называли королевой тренировок, потому что именно на тренировках она была лучше, а вот в прокатах не всегда все получалось. Потому что психологический фактор, конечно, очень-очень-очень важен. Опыт здесь неоценим. У Андрея на доске наклейка «Кайфуй», я уверена, он не парится, улыбается, ждет оценок. Для него удовольствие кататься по трассе, потому что трасса действительно отличная. Уверена, что после соревнований он ждет тренировок. 40,4 балла, 12 результат. Мы еще увидим Андрея на следующих соревнованиях. Не проходит финал. За ошибки много сняли баллов. Владислав Петров, Сибирский федеральный округ. Пока у него 8-й результат, но нужно улучшать, потому что целый ростер еще крутых спортсменов впереди, которые могут свой второй прокат показать лучше, чем первый. Видим, что спортсмены разгоняются выше старта. Что-то пошло не так, не хватило ему скорости, много перечекался, поднимает Возможно, руку, просит призывает дать попытку судей. перестартовать. Может быть, что-то с экипировкой или что получилось. Скорости не хватило, он оттормаживался наверху. Сначала оттормозился, потом начал топить, разгоняться. И скорости не хватило, зря он сделал спидчек в начале. Будет переделывать. Дадут ли судьи? У нас Владислав Петров, Сибирь. Действительно, видим, как высоко забрались спортсмены. Намного выше стартера они разгоняются. По команде поднимают руку, едут. Сообщу небольшой спойлер такой. В финале у нас нам поможет другой комментатор, тренер сноубордистов. И, возможно, он и ответит нам, почему ребятам так сильно не хватает скорости на старте. Но Юлия пока остается с нами. Как вы вообще оцениваете уровень спортсменов, уровень ребят, которые показывают себя сегодня? Хороший уровень мальчишек и девчонок. Девчонок жалко мало, у парней уровень хороший. Действительно, борьба за первое, второе, третье место. В финал пройдут семерки, девятки. Шерстяков Максим стартует. Это Владислава Петрова, как понимаешь, получилось. Второй. Отлично долетает. Грязное приземление, но долетает на обод трамплина. Очень хорошо. Трешку сходит на первой передней. Идет прямо во вторую, сходит 180. Хороший проезд. За ошибки, конечно, с ним. Линия несложная, но отлично проехал, долетел, не упал. Посмотрим, какое место сейчас у него будет. Десятку. Мне подсказывают редакторы, что 19 номер Владислав Петров все-таки получил разрешение судей на второй старт. Он выйдет после корейского спортсмена в конце, после завершения всех попыток участия. Что-то не получилось у Владислава, и не все получилось. Пошло не так на выходе, скорее всего, дело в разгрузке. Не полностью он выпрямился на трамплине. Если
промахнулся, то и скорости бы хватило и докрутил бы. Возможно, сказывается переезд, сказывается тренировки немногочисленные. Пару дней бы, конечно, ему еще. 27,4 балла. 13 место у Максима. Уезжает он домой. Выступил, показал результат неплохой. А мы ждем остальных участников. Данил Шашкин. 17,6 балла всего лишь поставили ему судьи. Представитель Башкирии. Следующий участник на трассе, 51-й трамплином. Показывает, что подначил потерял равновесие. Заднего контакта. Ошибся в нижнем, пропустить второй трамплин. Скорости совсем не хватает. Прыгает по столу. Словил контакт. Никакого отношения, конечно, к философу великому Иммануилу Канту это слово не имеет. Кант — это край доски, как понимаю, словил канта, это он приземлился, да, именно вот на... Приземление не довернул, полетел спиной вперед. Это был Шашкин Данил. Опасное падение, серьезная ошибка, можно серьезно удариться. Чаще всего очень сильно страдает спина. Спина, шея, Да. руки выставлены. Поясничный отдел очень может пострадать при подобных падениях. Особенно, вот смотрите, какая нагрузка вообще при приземлении, а если ты еще и падаешь на это же самое место. Невероятные, конечно, травмы случаются у спортсменов. Мы помним истории, когда прославленные сноубордисты даже теряли возможность ходить. 7,4 балла. Все получилось у Данила. Расстроен он. Отправляется домой. И мы желаем ему удачи на следующих соревнованиях. Владимир Шувалов, Дальний Восток. Следующий участник на трассе это Шувалов Владимир. Ранее Бланишкин. Сережка пытается, не долетает. Падает. Уезжает. Не хватило ему второй трамплин скорости, выполняет шифты для зрителей, едет на простую джиповую секцию, заходит 180 на фигуру. Решает свою попытку, понял, что он не попал в финал. Тренируется, доезжает остаток фигур. На первой фигуре он выполнил трюк 50-50. Ну, вот этот привет зрителям показывает то, что Данил расстроен, конечно, но не в отчаянии. Трезво оценивал свои силы. Сильно не долетел. Владимир, прости. Шувалов. А мы ждем проката представителей Арабских Эмиратов. 10 баллов всего у Вовы. Низкий результат. Чуть выше был у Якуба Майдалансари. Улучшит ли он его на этой линии? Высоко забрался, видим, дает ему отмашку стартер. Высоко забрался, значит, претендует на что-то. Высоко забрался, значит, претендует долететь. Жалко ему колени. Следующий Сбрасывает участник скорость. Алансари по моему гость из Объединенных Арабских Эмиратов. Главное не сбрасывать скорость, главное долететь. Потому что долететь важно для нашей Все равно сильно безопасности. не разгоняется. Сильно сбрасывает скорость, сейчас не долетит, да, не долетел сильно. Но устоял на ногах, пытается трешку на втором, не Не долетел. докрутил, устоял. Устоял на ногах, едет, видно, что удача ему помогла. Выходит на левую секцию, но, скорее всего, ниже будет оценка. В прошлый раз. Оценка будет однозначно ниже, потому что пытается делать сложные вещи и неуверенно получается. Линия у него оказалась. Джип совершенно не проехал, особенно вторая фигура.
фигура, очень плохо, даже зайти не получилось. Многие спортсмены выбирают такую тактику, одну попытку потратить на то, что он делает отлично, на то, что он умеет хорошо, на чистоту, а вторую попытку потратить уже на что-то рискованное, особенно если на последнюю. Видно, что очень неуверенный 360. Практически на грани выживания. Повезло действительно, что не упал. Уезжает на канте. Рукой опирается на приземление с первой фигуры. 13,2 балла. Увезет в Объединенные Арабские Эмираты Хумаид Якуб Алансари. Но, кроме того, кучу впечатлений, мы уверен, с собой захватит. Тима Веленский, Урал, один из 3 сильных уральцев. Не получилось у него. Хорошее падение. Долетает на втором трамплине, делает 360. Уверенно проходит первую передачу. Заходит второй фигурок. Второй сходит в трешку. Падение. Хорошая попытка была. Было бы красиво. Прям вот я уверена была, что сойдет. За первую попытку оценка будет выше, чем за вторую. Это тот самый момент, самый обидный, когда ты видишь, что все у спортсмена получается, уже готов чествовать его, готов кричать слова поддержки, и в последний момент что-то срывается. Может быть, ему повезет, пока он в финале. Конечно, мы надеемся, это очень яркий спортсмен. Хороший первый трюк был, хорошо смотрелся. Если бы долетел, уехал бы. Уверенно с вытяжкой прыгает на втором трамплине. Видно, что талант большой 15-летнего парня. Хотелось бы, конечно, увидеть его в финале. Да, вот здесь немножко не докрутил Чуть-чуть то, о чем мы говорили не раз. не так. Трюки надо доделать. 45,6 балла остается его результат. 10-е пока место. Но большой вопрос. Попадет ли он в финал? Будет переживать парень до конца квалификации. Панковская надпись «Хейт» у Тимофея на шлеме. Главное, чтобы любовь к спорту у него осталась. Разгоняется Исакаев Гордей. Гордей Сакаев, он пока в тройке. Мы уверены, что он войдет в финал. Что он покажет здесь, улучшит ли свою первую попытку. С руками укатывает. Рано толкается на втором, но уверенно уезжает. Отличное приземление с пушки. Заходит на стрелу. Не доезжает до конца, к сожалению. Оценка будет снижена за это. Посмотрим. И на обоих периодах был выполнен трюк И сравним, как он проехал. Первую или вторую лучше. Что показывал интересно Гордей на тренировках? Тренировал на эту программу, что за запасный финал. Что вполне возможно, то, что к финалу ребята Немножко рано он закручивается. готовят что-то новенькое. Чуть-чуть срезал он трамплин. Данил Шуров завершает блок такой уральский. Один за другим. Да, 61 балл. Остается он третьим. Гордей увидим в финале. Светится он. Хороший молодой человек. В таких соревнованиях очень часто находятся спортсмены друзей. Кто-то, возможно, и
пару. Это очень актуально в сегодняшний день, 14 февраля. На этапах Кубка России ребята собираются для того, чтобы пообщаться, покататься вместе. Редко чувствуется действительно конкуренция. Да, хорошие отношения у большинства спортсменов. Данил Шуров, 9 на манежке. Хороший Хорошее грэб, вращение. далеко улетел, чисто уехал. Хорошая вытяжка, отлично уехал. В джибинге пока все получается. Смотрим на последнюю фигуру. 360 on the first Не circle все and получается у него на выходе, но 140 on the second. показывает он какой-то жест. Зря рискнул на последней фигуре. Все шло отлично. Достаточно было просто доехать до конца, и оценка была бы уже выше. Утешает его тренер. Говорит ему какие-то напутственные слова. Посмотрим, какое сейчас место будет у представителя Урала Данила Шурова. Высоко прилетает. Амплитуда действительно очень хорошая. Улетал в самый низ, немного срезал трамплин, но это ему не помешало улететь. Значит, находил он на разгрузке. Пролетает мимо хвойных деревьев. Особенно любит этот ракурс фотографы на зеленом фоне и яркие разноцветные сноубордисты. Многих, конечно, привлекает именно сноуборд, потому что лыжи все-таки более академичный вид спорта. Лыжники, они такие чаще всего подтянутые, никаких вот этих широких спущенных штанов, наклеек. Сложно представить себе такие надписи различные, часто даже нецензурные на лыжах, а на сноубордах, конечно, все что угодно. Наверное, потому что отчасти сноуборд очень близок, второе место, да, у Шурова Даниила, отчасти сноуборд очень близок к скейтборду, который развивался рука об руку с панк-роком. И многие скейтбордисты, кстати, начинали именно сноубордисты начинали именно на доске с колесами. Потом стали на снежную. Крутой сахалинский сноубордист. Валерий Скорость Зерников, сбросил. да. Еле-еле долетает. Маленькая амплитуда. Едет на легкую джип-линию. Дальнего Востока. Что у нас будет здесь у Валерия? Скорее всего, более Не низкие дотягивается до оценки. грэба. И Видно, грэб что не пытался получился. взять. Но, к сожалению, маловато подогнул к себе переднюю ногу. На втором трамплине сделал шифти. Чуть-чуть задел шишку задней ногой. Маленькая амплитуда у спортсмена. Последний гость из республики Саха сейчас выходит на старт. Это Виктор Иванов. И у нас остается всего меньше 10 спортсменов. 22 место у Валерия Зерникова. Он отправляется домой. Бредет, я бы сказал. 3,6 балла у Виктора был. Это был лучший результат. Может ли он собраться? Сбрасывает Показать. много скорости. Наверное, поехал мимо трамплина. Большой трамплин, тяжело спортсмену. С прыжком выходит. На втором трамплине чисто приземляется. Едет на простую джип-линию. Упал. Падает с первой джип-фигуры. Ну, завершил. И падение там после. Ставит вторую фигуру. Можно было бы побороться до конца. Кажется, у него в прошлый раз просто 50-50 было и больше ничего. А здесь ничего и прыгнул. Оценки, может, Сейчас к выше. старту готовится Конышев.
Томаш Шакиров is waiting. Представляет он Уральский федеральный округ. Без грэба невысоко, но приземлил чисто. Следующим у нас готовится Глеб Конышев, а у Иванова Виктора 2,80. Результат. Ну, зачет в общий себя унес. Быстро вошел в первый день Глеб Конышев. Еще один Разгоняется, подумать хватало. ребенок Урала. Хорошо улетает, грязное приземление. На втором немного за шишку, тормозит на приземлении. Видно, что не специально, случайно разворачивает его в доску. Оценки будут снижены. Слайд. Заходит на крайнюю фигуру. Не доскакивает до конца, плохо получается сойти. Скорее всего, невысокие оценки поставят судьи за эту попытку, хотя потенциально она была плохой. Следующий участник, Нужно отрабатывать. представляющий Сахалинскую область. Егор Шмуриков у нас второе место держит пока после первой серии попыток. На приземлении не очень хорошо получилось. Щербаков Семен, мы понимаем, так и не выйдет сегодня. Получим спортсмена. Егор уже практически обеспечил себе место в финале. Мы говорим о том парне, который сейчас готовится к старту. Обеспечил себе место в финале, наверное, и Лев Конышев, 7-е место. Хороший прокат, 53 балла. Конечно, было много помарок. Возможно, сейчас он рисковать не будет и оставит силу на финал. Красиво заходит на старт. Уверенность. Не получается на приземлении после возвращения 540. Не справился на напрямую линию. Хорошо проезжает на первую фигуре, едет на вторую, Завершает свою попытку. но из-за падения на трамплине оценка будет низкой. Определенно не расстроен Егор. Немножко устал, разве что. И он точно в финале после впечатляющего первого проката. Расстраиваться, правда, нечего. Он в финале, поэтому, скорее всего, попытка была тренировочной. Лишний раз проехать, потренироваться перед попыткой в финале. Представляю Республику Корея. Гость из другой страны. Человек с короткой фамилией Ю. Очень популярный в Сахалине. Заходит на свою линию. Второго рождения. Товарищ, скажите, пожалуйста. 65,4 балла первый прокат, 26,4 второй. Однозначно Егор не сильно напрягался, подходя ко второй попытке. Наш иностранный товарищ Ю пока в финале. Неизвестно, что будет в конце. Было бы интересно увидеть. Потому что задача спортсмена точно
180 аут на первой трибуне и И в первый раз мини-брёк сложную джавелини все-таки считает своими сильными сторонами именно трюки на трамплинах. 180 on 50-50 and 180 out on the first rail. Board slide 270 out on the second. Нельзя назвать идеальным приземлением, конечно, тем более здесь. С руками, на две руки оперся спортсмен. сложные трюки пытался выполнить спортсмен. Сильные трюки выполняет на трамплинах, но за приземление, конечно, оценки будут сильно снижены. На трамплинах ему совсем немного не удалось. Может быть, стоило немножко упростить линию на трамплинах и постараться на перилах выполнить все чисто. И оценка была выше намного. Тактику выбирает тренер. Старающийся количество Сделали ставку на это. Посмотрим, к чему она приведет в итоге. Здравствуй тебе, Юсикюн. Или, как говорят в Корее, Аньо. 79 баллов, второе место. Это заявка на хороший результат в финале. Может быть, да и не Юсей из Японии, главный конкурент Никиты Базовика, а вот такой вот неожиданный спортсмен, как Юсикюн, король трамплинов. Константин Мостовой, еще один сахалинец. Напомню, не получилась у него первая попытка, много падений, много ошибок. Посмотрим, как проедет он сейчас свою линию. Очень хочется видеть этого мощного, высокого спортсмена в финале. Вот, много, С но опять руками падение, пропускает трамплин, скорее всего, в финал он уже не попадет. Очень обидно, мог бы побороться за Мостовой действительно первое, может второе, бороться третье за место. подиум. But unfortunately, he couldn't manage it. Видно все на лице Константина Мостового. Расстроен он. Следующий участник Юсей Хаку, Линию, гость из Японии, которая не принесла ему готовится победу к в финал. заключительной попытке А квалификации. сейчас посмотрим, что судьи The поставят. next participant is from Japan. His name Каким is образом Yusei еще Kaku. пройдет. He is getting ready for the last run. In qualifications, Мостовой. Здесь все хорошо. Было все так же хорошо в начале. Обидно за Костю, действительно сильный спортсмен. 24 целых был первый его результат, 22 балла. Второй, 17 место. Это явно не то, на что рассчитывал Костя Мостовой. Я думаю, сделает выводы и он, и тренер, и улучшит свои результаты в будущем. Юсей Хаку, наш товарищ из Японии. Сейчас выходит на старт. Напомним, что он был второй в Биг-эйре. Посмотрим, как он покажет себя в слоуп-стайле. Видно, что сейчас он не будет филонить. Хороший грэб, уверенное приземление на второй трамплин. Психологически тоже Отличное важно исполнение на втором. испугать противника своими впечатляющими прокатами. Явно проходит в финал. Первой, второй попыткой. Хорошее приземление. Чуть-чуть не получилось сойти с последней фигуры. Немного не доехал. 270 сошел с последней фигуры. and board slide 270 on the Чувствует Юсей, что у него все получилось. Отличный заезд показал на гость из Японии. По его позе, уверен в себе парень. Если бы чуть-чуть ошибочку не допустил на последней фигуре, это была бы явная заявка на победу в финале. It was very good До run. финала нам еще надо
посмотреть попытки нескольких спортсменов. Впереди местный любимец Никита Абазовик, кореец Ли и парень, у которого первая попытка не очень хорошо получилась. Абазовик Никита, следующий участник, готовится к старту. Никита уже в финале. Скорее всего, он сейчас будет проезжать свою линию для тренировки перед финалом. И Представляет он Сахалинскую область. Ждем от него какого-нибудь привета зрителям. Позавчера Никита выиграл Попытки, соревнования по которые ничего не биг-эйру. решают, можно показать что-нибудь интересное. 2 days ago, Nikita had Фотографируются won зрители очень big air красиво. competition. Особенно учитывая, что много флагов украшает эту трассу, много болельщиков из других стран, японцы вот приехали, есть чем пофоткаться. Поддерживают USA. Включает музыку Никита, начинает разгоняться. Под какую музыку, интересно, Никита катается? Надо у Никиты спросить. Но большинство участников катается с музыкой. У всех своя музыка. Вот мы видим для зрителей фронт-флипчик от Никиты. Спасибо, Никита. Мы знали, что ты нас И слушаешь. еще один фронт-флипчик. Он явно не парится, развлекает зрителей. И еще один фронт-флипчик. Влюбляем в себя зрителей. Никита стационарный делает. На рейлах тоже не парится, не выполняет ничего сложного. Фигура. Решил порадовать публику спортсмен. Молодец, Никитос. Надеемся, что сделал ты это под очень хорошую такую музыку. Скромно улыбается, но глядя на его прокат, скромником его не назовешь. Конечно. Очень любят это зрители, вот такие вот приколы. Вообще сноубординг — это понтовый очень вид спорта. Как правило, ребята в нем не из робких. Ли Кюн Юн из Кореи. Хорош, хорош. Lee Hyun-yoon from Korea. Я специально сделал небольшую паузу, чтобы просто послушать болельщиков. 38 баллов, ну и ладно. Никита наверх. И отправляется наверх, обратно. Выходит на старт обладатель самой популярной фамилии на земле, товарищ Ли. Корейца 8-й результат, он в финале. Скорее всего, попробует улучшить. Возможно, он не так пристально следит за финальными протоколами, как мы. Он готовится к своему результату. Короткий рэп, хорошее приближение. Короткий рэп у спортсмена. Отлично контролирует. Делает ставку на сложность. Зритель не следит совершенно. Трэбы очень короткие, но группировка есть. Выбирает легкую джет-линию. 50 аут на первой фигуре, 150 на 50-50 на 50, на 180 аут на второй. Отличный Уверен, заезд. что он в финале. He did Если он хотя бы works like на 8-м месте 270 останется. out and 180 50-50. Um, 180 out on the second. Да, хорошая попытка у корейца. Будет очень интересно посмотреть на него в финале. Побольше был на трамплин. Видно, что маловато для него Петров пролета. Владислав. Владислав Петров. And the last participant in the second round in qualifications is Petrov Vladislav Завершает from Siberian Federal District. попытку. Второе место у Ли Хэнджуна. Очень крутой результат. Тоже заявочка такая сильная. Сейчас Владислав Петров 10-й, он уже в финале.
что могут даже не выходить на шумовик. На самом деле, будь то финал, квалификация, Всегда неважно, потренироваться нужна нужно. попытка или не нужна, но программу свою нужно всегда делать визуально. Нет, не получается. 20. Делать шифты на втором транспорте. Хорошо проезжает по первой фигуре. Бордслайд 270 на первой фигуре и бордслайд с переходом в другую стойку на второй. Улучшил ли он свой результат? Посмотрим. В любом Не ждет случае, оценок. да, он 10-й. Идет сразу на подъемник, поднимается. Поздравляем Владислава с выходом в финал. На этом квалификация окончена. И сейчас судьи посмотрим. будут решать, кто же все-таки пройдет в финал. Итоговый протокол, А вы пока итоговый можете насладиться топ-10. музыкой, выпить чашечку горячего чая и немного погреться. Ну, пока мы ждем решения судей, кто впечатлил, кто удивил, кто удивил наоборот тем, что не получилось у вас. Какие у вас по итогам квалификации, Юлия, впечатления? Ну, Никита, конечно, бомба, проехал обалденно, и зрителей позабавил. Японцы молодцы, Корея показывает неплохой результат. Хотелось бы от них, конечно, что-нибудь посильнее увидеть на джибинге, но я думаю, что сейчас Никита у нас будет бороться в финале за первое, за второе, третье место именно с представителями Японии и Кореи. Уверены, что так оно и будет, но, возможно, кто-то еще покажет что-то совершенно неожиданное. Может быть, и даже представители Сибири, которые прошли в финал, прыгнут выше головы. Сейчас посмотрим на итоговую десятку. Ну, уже точно знаем, что тут они прошли. Представители Якутии, Башкортостан тоже, кажется, не выходил никуда ближе 15 места. А вот Урал там представлен точно. Это Гордей Исакаев и его друзья Данил Шуров, который тоже... Вот финальная десятка в итоге. Петров Владислав 10-й. Первое место Никита Базовик. И Видно, что оценки судей очень разные. обидно за Тимофея Веленского, который все-таки 11-й, талантливый парень, хороший. Интересные трюки делал, но не все у него получилось с исполнением. Говорим спасибо, Юлия. Очень интересный репортаж у нас с вами получился, мне так кажется. Огромное спасибо за ваше экспертное мнение. Мы вас провожаем, а мы к вам вернемся через несколько моментов, чтобы насладиться финалом в исполнении самых крутых райдеров.